Не выдавай меня, прошу. Но расскажи, как ты попал сюда? Когда под Астраханью ваше войско не стояло, и нагайцы дрогнув побежали, и свирепый харизмийский султан, насильник дикий, захватив державу вашу, начал все кругом отставать. Я, раненый и скорбный, укрылся в Астрахани. Там я узнал, что мой царь Тимур и вы погибли все. Я, пролив слезу, помчался во дворец спасать Эльмазу, родительницу вашу, но напрасно. Меж тем, невестный султан Хорезму, никем не отражаемый, вступил с войсками в Астрахань. Пришлось и мне бежать из города. Так, после долгих скитаний я добрался до Пекина под видом персиянина Хасана. Здесь я повстречался с одной вдовой, измученной несчастьями. Я ей помог советами, помог деньгами, продав свои алмазы, я поправил ее дела, она мне приглянулась, я тронул ей сердце, мы поженились, однако даже для своей супруги я, персиянин, именем Хасан, так и живу здесь. Беднее, чем был когда-то, но сейчас я счастлив, потому что принц Калаф мной вскормленный, как сын родной ко мне, живым явился. Но как же так? И как вы здесь, в Пекине? Враг, не называй меня. В тот грозный день разгрома мы с отцом вернулись в Астрахань, взяв по дворце ценнейшие каменья и одевшись крестьянами. Родители мои, Эльмаза и Тимур, и я бежали. Я умолял их скрыться. Мой отец рыдала мать. Они искали объятий смерти. Друг мой, нелегко отчаянные души успокоить, напоминая им веление неба и умоляя. Все же мы бежали для новых мук, для новых бед, для новых терзаний. Нет, довольно, господин мой! Вы разрываете мне сердце! Царь Тимур, мой царь, супругою, сыном, так бедствует. Державная семья, всех доблестней, мудрее, великодушнее в такой нужде. Ну, жив ли, скажите, мой царь, его супруга? Да, оба живы. Расскажу тебе, какой плачевной может стать судьба тех, кто рожден в величии. Мощный дух все должен вытерпеть. Он должен помнить, что пред лицом богов стали ничтожны. И только стойкостью и послушанием небесной воли человек велик. Могу сказать, 4 года коль-как своих родителей кормили, нося мешки, баулы и всевозможные непосильные грузы. Довольно, принц. На вас я вижу богатую одежду. Оставим злосчастье. Расскажите мне, когда, наконец, удача вас пригрела. Пригрела? Погоди. У Олимпивера, Перлавского царя, пропал однажды любимый ястреб. Я его поймал. Явился к Олимпиверу. Он спросил, кто я такой. Я, соблюдая тайну, сказал, что я бедняк, что содержу отца и мать, нося тюки по найму.
Кристина, родители мои, странноприимный дом. Он приказал, чтобы они заботились усердно в приюте этом для больных и нищих. Где твой царь? Пора. Твоя царица. Родители мои все время в страхе, что их откроют и тогда казнят. Боже! Что я слышу? Гвер мне дал кошель вот этот, дал коня, богатую невесту. Со слезами я обнял стариков, сказал, иду искать удачи. Или расстанусь с этой жизнью, или достигну великого. Я не могу ответить в такой нужде. Они меня хотели не пускать. Идти со мной хотели. Но не угодно было небесам, чтобы любовь их увлекла за сына. Таясь от харизмийского злодея, сюда, в Пекин, я прибыл. Мне негде было найти приют, но добрая хозяйка вон той корчмы устроила меня своим конем. Да ты моя жена! Твоя жена! Да! Счастливый человек! Примилая хозяйка у тебя! Вернусь сюда. Взгляну в стенах Пекина на празднество, привлекшее столь многих. Затем явлюсь пред очередь Аума и попрошу о дозволении сражаться за него. Прощай. Нет, холоп! Нет! Отвергните желание созерцать чудовищное зрелище! Судьба вас привела на страшную арену неслыханных жестокостей. Как это? Или вы не знаете, что Турандот единственная дочка Альтаума, жестокая красавица, у нас причина всех заведств и рыданий. Что? Я в Тараса не слышал небылицы в подобном роде. Говорили, будто сын Фикабана как-то очень странно погиб в Пекине. Будто бы и война поэтому возникла с Альтаумом. Тень сочиняет сказки, домогаясь проникнуть в государственные тайны. И мелет вздор. А умные смеются. Ну, продолжай. Дочь Альтаума, принцесса Турандот, чью красоту кисть не способна выразить, чей ум глубок и прозорлив, и чьи портреты вы можете найти в любой столице, жестокосердно, и мужчин не терпит так злобно, что славнейшие цари к ней сватались напрасно. Вся та же сказка, в которой я уже не раз смеялся. Да и сам скажу. О, принцесса пожелала, что свататься к ней может всякий принц. Да. Но с тем, что в заседании Ивана она торжественно среди мудрецов искателю предложит 3 загадки. И если он их разрешит, он станет ей мужем и наследником престола. А если же он не разрешит загадок, хан Альтаум во исполнение клятвы, которую даст богам, велит снесть голову безумцу. Ну да. Попытку решить задачи дочери. Ну что, я знаю сказку. Да скажи уж сам, мне надоело. Да, сказка, сказка. Если бы и впрямь то было сказкой, хан издал указ, дал клятву, и я рад бы вас тешить сказкой, называя сном последствия жестокого закона. Тебе я верю, что закон был издан. Но ни один безумный принц на вызов, конечно, не ответил. Ага. Вот, смотри. Вот головы тех принцев молодых, которые пытались разгадать загадки злобной девы и поплатились жизнью. Вот Страшный вид.
можно быть таким глупцом, что Нет! головы не пожалеть, надежде жениться на злодей? Класс! Кто только взглянет на ее портрет, тот в сердце чувствует такую силу, что ради подлинника будет слепо стремиться к смерти. Разве что безумец. Вот, вот, мой друг, вы слышите, вот, слышите? Печальные ритары возвещают начало казни. Вот. Я ушел сюда, чтобы не видеть. Принц, у моей жены есть дочка, рабыня жестокой Турандот. Так она порой рассказывает такие вещи, что поверить трудно. Поистине тигрица, но гордыня, тщеславие и смертной порог. Подобные чудовища бывают среди демонов, но вряд ли среди людей. Будь я отец, я сжег бы на костре такую дочь. Ой, принц! Вот! Мой друг Измаил, несчастный воспитатель казненного царевича, вот! Мой друг! Измаил! О, друг мой! Да. Помин царевич, это мой старый! Зачем ты пал не на мою голову? А как же ты? Ты допустил его пойти? Друг, Испытание, ну как же ты? не отягощай тоски укором, я свой долг исполнил. Будь время, я бы известил царя, но было поздно, доводы бессильны к тому же. Воспитатель и начальник они, слуга царевича. Утешься, будьте истинно философ, утешься, друг. Утешься! Меня любил он и не расставался со мной до конца. Не плачь, говорит он, не смерть отрадна. Раз мне не суждено владеть жестокой, скажи отцу, чтоб он меня простил за то, что я уехал самовольно. Меня послушным сделала боязнь, что он мое желание не одобрит. И покажи ему ее портрет. Ах! Проклятый! Чудовищный портрет! Валяйся тут! В грязи растоптанной! О, если бы я мог и дураком вот так же растоптать! Поручи тебя царю! Нет! Самарканд меня уж не увидит! Вечно плача среди пустынь, я распрощаюсь с жизнью! Вы слышали, принц? Тогда я слышал, и потрясен. Как может обладать ее портрет такой волшебной силой? Что вы делаете, принц? Хочу поднять портрет. Хочу взглянуть на столь ужасные красоты. Нет! Вам лучше взглянуть в глаза чудовищной зрелища. Я не позволю. Оставь меня! Все это вздор. Судьба меня зовет к иному, не к любви. Умоляю! Оставь меня! Не смотрите! Не смотрите! Прочь, Не нет! Ты бездна! Горе! Пришла беда.
Что вижу я? Этот нежный облик. И эта грудь. Не могут быть обителью жестокой. Без жалости души. Я готов стать новой жертвой твоих загадок. Скажи, барак, а там, в диване, у ворога смерти, вижу я живое воплощение твоей красоты. Вот. Вот. Смотрите. Смотрите. Ужасните. Вот. Голова казненного царевича, вся в пятнах еще дымящихся крови. А тот, кто его насадил на пику, то ваш палач. Пусть страх смерти остановит тебя. Поверь мне, загадки Турандот никто не может разгадать. Голову прекрасного калаха во устрашение безумца вот в соседстве с этой завтра отручат. Несчастный юноша. Какая сила меня влечет к тебе. Барак, меня душа плачет, полно плакать. Иду на испытание. Никому не говори, кто я такой. Может, небо насытилось несчастьем моим и хочет подарить мне удачи. И если я отрешу загадки, я за все тебе воздам. Прощай. Нет, погодите, мой принц, мой бог, мой сын, жена, жена, жена! Приди помочь, мой юный друг желает разгадать загадки жестокой Турандот. Что я слышу? Что меня толкает прелестный юноша в объятия смерти? Меня влечет этот дивный образ. Кто вам дал чудовищный портрет? Ну, ах, честный случай. Назад! Хозяйка милая, мой конь и этот кошелек пусть будут ваши. Вот все, чем я мог вам доказать мою приязнь. Если вам не трудно, часть денег израсходуйте богам небесным, чтобы мне помочь. Раздайте бедным, чтобы они молились за юношу несчастных. Прощайте! Ой, Господи! Пришла беда! Прибрать зал! Для императора и принцессы Турандот достигнут. Так, приготовьте сиденье для 6 мудрецов дивана. Да. Пригела! Только нет. Труфальдина, Да. чем вызваны все эти приготовления? В срочном порядке созывается заседание дивана с мудрецами, императором и его обожаемой Принцесса!
По милости неба дела идут отлично. Явился еще один принц, желающий, чтобы ему отрубили голову. Владина, А, тому уже голову чик отрубили. 3 часа тому назад тик-тик-тик. А ты все радуешься этой варварской тик-тик-тик бой. принцев подставлять голову под топор. Если они хотят быть сумасшедшими, то пусть на тебя и пинают. Пеняй. Послушай, если мужчина, Мужчина если мужчина, или женщина? нет, женщина, нет, если мужчина, Мужчина, женщина. О, если мужчина встает на колени перед женщиной, Спасибо. он надеется, что очень скоро они поменяются местами. Обожаемая принцесса всякий раз, как поздравит какого-нибудь принца своими загадками и пошлет его на гибель, радуется победе и делает мне подарочек. О. Владина, Да. твой образ мыслей вредоносен. И вообще, мне такие мысли чужды. Она права, что не желает выходить замуж. Ведь брак это надоедливая и очень скучная штука. Труфадина, как ты изменился? Труфадина, ты рассуждаешь как бесполезный евнух. А все евнухи боятся брака. Я ненавижу браки, так как боюсь, что расплодятся маленькие бригелки. Бригельски, бришки, брашки, брушки, протопушки, бришки. Труфадина, А, но если бы твоя мать не была замужем, как бы ты мог появиться на свет, а? моя мать никогда не была замужем, а я родился, и притом присчастливо. Труфадина, ты, сразу видно, что он рожден не по правилам. Рожден не по правилам. Бригела, ты начальник пажей, вот и команду своими пажами, а я... А ты начальник евнухов! Не мешай мне работать! Не мешай мне работать! Мне... Верные мои, терпеть мне эту скорбь. Едва свершились погребальные обряды над бедным прахом молодого принца. Как новый принц приходит, новой скорбью терзает грудь мою. Заведенька, дочь, рожденная на муку мне, что пользы мне проклинать тот час, когда я дал Конфуцию торжественную клятву. Нарушить эту клятву я не могу. А дочь моя все так же безжалостна. И нет конца упрямым, влюбленным дуракам. И мне никто в моей беде советом не поможет. Дорогое мое ваше величество, уж не знаю, что вам тут посоветовать. Да. А в наших краях никто на такого рода законах не клянется, указов таких не издает. Не бывало случаев, чтобы принцы влюблялись в портретики, да так, чтобы ради оригинала головы лишиться. Не рождалась принцесс, чтобы так ненавидели мужчин, как, извиняюсь, ваша дочь принцесса. Да расскажу я эту историю где-нибудь у нас там, в Венеции. Да мне бы просто сказали: ну тебя, господин враль, господиночка втиратель, господин выдумщик. Да мне бы в лицо рассмеялись, сказали бы мне просто свой. Вы успели посетить несчастного безумца? О, да, Ваше Величество, он здесь в дворцовых покоях, который обычно отводят для иноземных принцев. О, я так был поражен его статным видом, его приятным лицом, благородной речью. И у меня сердце разрывается, как я
обязательно на этот счет можете быть спокойны. Жертвоприношение с нашей стороны было принесено предостаточно. 50! Стоп! 100 бычков мы принесли в жертву небу. Да! 100 Стоп! коней мы принесли в жертву солнцу. Ну и, естественно, 100 поросят мы Да. принесли в жертву. Кому? А Луне! Только вот не знаю, что толку в этой роскошной императорской скотобойне. Эх, принести бы в жертву эту свинушку-принцессу! И всем бы несчастьем конец. Еще в жертву. Что же делать? Пригласите принца. Скорее! Попробую отклонить его. И я прошу вас, мудрецы дивана, Мудрецы! и вас, министры верные мои, помочь мне, когда страдание речь мою прервет. Не беспокойтесь, Ваше Величество, опыта у нас достаточно. Сделаем все, что сможем. Конфликт не без толку, все равно даст перерезать себе голословные языки. А знаешь, Панталоне, у него я заметил большие способности. Я даже не теряю надежды. Что он угадает заранее? Извините меня, Свинушки. да нет уж. Напрасные надежды. Этого еще никто не смог сделать. Встань, смелый юноша. Как он хорош. Как я ему состражду. Несчастливый. Скажи, откуда ты? Кто твой хозяин? Государь, дозвольте мне себя не называть. Но как ты смеешь, скрывая, кто ты, притязать на брак с моей дочерью? Да, Я царский сын. И если небо мне пошлет победу или смерть, то, расставаясь с жизнью, я открою, кто родом я и как меня зовут. Того узнали все, кто домогался столь знаменитых уст. Я не дерзнул бы, когда во мне текла не кровь царей. Дозвольте мне себя не называть. какое благородство, дорогой. Ну, если ты отгадаешь темные загадки моей свирепой дочери, а родом низок, как же я закон? Он писан лишь для тех, кто царской крови. Если небо мне пошлет победу, но кровь моя окажется не царской, я под секирой искуплю вину, и мой непогребенный труп скормите собакам и воронам. Здесь в Пекине есть человек, он скажет вам, кто я такой. Дозвольте мне себя не называть. Я как о милости прошу об этом. И эту милость я тебе дарую. Такому голосу, такой осанке я отказать не в силах. Но и ты взаимно милость окажи монарху, не заставляя меня омыть слезами твой труп. Не распаляй вражды народной принцессе Турандот, вражды ко мне, родившему безжалостную дочь, причину горьких мук моих и смерти. Утешьтесь, государь, свидетель неба не омрачает душу ваша скорбь. Такой отец, как вы, конечно, не мог больше воспитать жестокую тирану. Так скажут все. И если вы виновны, то разве в том, что горячо любили единственную дочь и дали миру такую царственную красоту, что люди власть теряют над собой. Благодарю за щедроту вашу. Я плохо помогал вам. И
гнева мне хочет счастья, дал в обладание возлюбленную Турандот, или хочет пресечь мою безрадостную жизнь. Без Турандот мучительное бремя. Я жажду смерти или Турандот. Турандот, ну послушайте, дорогое мое, ваше величество, вы же видели на городских воротах все эти натыканные мертвые головы. Ну, казалось бы, ясно, что вам за охота являться на убой, словно какому-то маленькому ягненку, да еще так, чтобы все мы тут плакали в 3 ручья. Знаете же, принцесса загадает вам 3 такие загадки, что и сам Островок Чиполлино, Чингарелло не рассказал бы. Ну, прямо цветочек, да? Вам верить вас жаль, потому что вы будете, если вы будете упорствовать, то я за вашу жизнь дам не больше, чем горбатому зеленщику за одну маленькую редисочку. Старик, не говори, не утомляйся. Я жажду смерти или Турандот. И 3 хабара. Турандот! Что за чертово упрямство, сын мой дорогой? Пойми же, здесь загадки играешь не на чашку шоколада с ванилью или кофе с сухариками. Здесь играешь головой! Головой! Да! Вот, ну ведь нельзя же так! Ты слишком многословен. Я жажду смерти или Турандот. Жесток! Так вкуси же смерть свою! Вкуси мое отчаяние! Принцессу просить пожаловать! Дорогая Жуля, потерпи. Новой жертвой пусть утомится! Пусть ее лицо меня не ослепит. Я признаюсь, что разум мой колеблется, кровь трепещет, бьется сердце. Иван Священный! По моим ответам, судящий жизнь мою, о мудрецы, простите мне дерзание, что из-за этих слепцу любви, который сам не знает, где он сейчас, что с ним, и несется влекомый тайной силой судьбы.
100 000 раз пойти за вас на казнь. Ах, ради бога, легкие загадки. Ведь он достойный. Какая радость! О, если бы назвать его моим! Зачем не знала я, что он царевич, когда сама царевна была? Ах, любовь бесстрашна! Правду о славе вашей помыслите! Чтобы он один из всех моих груди мог вызвать сострадание? Нет, я должна преодолеть себя. Готовься к испытанию, дерзновенный. Принц, ты упорствуешь? Да, государь. Я жажду смерти или Турандот. Так огласите роковой указ, а юноша пусть внемлет и трепещет. Любой властитель может Турандот просить супруги, но сначала должен средь дивана мудрецов 3 загадки разрешить. Их разрешив, ее получит в жены. А не способен, то будет обезглавлен, получен и умрет. Хан Альтаун Конфуцию клянется в наиточнейшем исполнении всего. О, тягостный закон! Тебя исполнить великому Конфуцию клянусь! Скажи мне, кто обходит неустанно все города, все замки, все селения, кто вечный путь совершает безвозбранно средь криков торжества и поражения, его лицо все мило и желанно, он благодетель каждого творения, равняться с ним казалось бы бредом. Он здесь, и все же он тебе неведом. Простите. Я буду рад, если остальные загадки ваши не трудны. Простите. Солнце. Тогда я угадал! Самое точно! Солнце! Солнце! О, небо помогает тебе, Игорь! Молю вас, боги! Не воспротився! Пусть он не будет мужем Турандот! Я умираю! Чтоб он победил, меня умом превысил. Никогда! Внимай, безумец, разреши загадку. Есть дерево, где скрыта кончина человека. Оно древнее гранита и молодо от века. Красивый лист не вянет, он белый и узорный, но белизна обманет своей изнанкой черной. Скажи, ты знаешь слово для дерева такого? Не гневайтесь, надменная принцесса. Но я загадку разрешу. То будет с днями и ночами год. Самую селедку! Год! Год! О, боги, пусть достигнет цели. Зачем еще? Ах, я его теряю! Вы утратите мгновенно всю вашу славу! Он вас побеждает! Молчи! Скорее погибнет весь род людской! Знай, дерзостный глупец, чем ты самонадеянней, тем больше ты ненавистен мне. Иди, спасайся, тебя убьет последняя загадка. Один не страшен. Что вы жить? На смысле вашей
милый, откажитесь. И ты, о дочь, не задавай ему других загадок. Он может быть тебе вполне достоин. Может? Достоин? Пусть! Как он? Не печальтесь, государь. Я жажду смерти или Турандот. И ты получишь смерть. Сейчас увидишь. Скажи мне, как зовется зверь прекрасный, четвероногий и крылатый, верный в своей любви, но в ярость ужасный? Он потрясает мир высокомерный и торжествует. Мощными стопами он попирает океан безмерный, а грудью и свирепыми когтями налег на землю. Вечного обилия почиет тень над мирными краями, где новый феникс расширяет крылья. Взгляни в лицо мне, отвечай, не дрогнув, как этот зверь зовется и любви. О, красота! О, диво! Он смутился. Что с тобой? Приди в себя. Нет, ой, юноша, теперь ты мой. Любовь меня научит, как тебя спасти. Несчастный ты погиб. В своей судьбе лишь ты один повинен. Турандот! То ваша красота, сверкнув нежданно, меня смутила. Я не побежден. Ты, лев, четвероногий и крылатый. Ты, лев Адрий в гневе справедливый. О, великий всемогущий, не могу удержаться. Принцесса, успокойтесь. Моя любовь погибла. Правда. Теперь конец твоим тиранством, дочка. Принц, милый, подойди ко мне, я обниму тебя. Стойте! Этот человек не будет мне супругом. Я хочу задать ему 3 новые загадки. Назначив день. Мне слишком малый срок был на этот раз. Я не успела как должно подготовиться. Нельзя же! Нет! Не уступлю тебе ни в чем. Суровые законы исполнен. И я прошу моих министров вынести решение. Нет уж, извините. Загадок уже больше не загадываю, и головках смело типа не вешу. Этот мальчик угадал, закон исполнен, а теперь честным кирком да за свадебку. Исполнен наиточнейшим образом, толкование не требуется, как полагают превосходительнейшие мудрецы. Вопрос решен, решен бесповоротно. Идем во храм. Там этот незнакомец объявит нам, кто он. Затем жрецы. Отец, вы умоляю, подождите! Я не намерен ждать. Все решено. Отец, когда вы любите меня, когда моей вы дорожите жизнью, велите испытание повторить. Я, если с позора, я умру. Усердно о том, что мужчине покорится мужчине, стать женой меня убьет! Безумная. Фанатичка упрямится. Не слушай.
тяжесть таскать почти до даром, что прокормиться, который, достигнув вершин блаженства, еще несчастнее, чем прежде был. Здесь, завтра, заседание дивана, злое сердце, ответьте, как зовут отца и сына. Если это не удастся вам, душой смягчитесь. А если же удастся, моей смертью, да моей кровью, пусть удалится ваш свирепый дух. Я принимаю вызов. Чужестранец. Вот новый ужас, новая надежда. Я не разрешаю! Закон не отменяем! Мой государь, когда я дорог вам, явите милость, меня утешьте, дочь свою. Она умом остра. Так пусть же разрешит мою загадку. Он надо мной смеется. Я вне себя! Ну, упрямец! Чего ты просишь? А ты знаешь, какой нейрон? Если дочь решит загадку, отправляйся с миром. Довольно мне оплачивать других. Что ты наделал, глупый? Иди за мной. Не смей так говорить. Твои советы я отвергаю. Мне звучит властная любовь к неведомому принцу. Отвращение и ненависть гордячки до злобной. Тоска и боль. Я страдать устала. Уже 5 лет, как я в моей груди таю отраву, с виду показуя смиренную любовь к тщеславной деле, первопричине всех моих несчастий. Во мне струится царственная кровь. И Турандот меня ничем не выше. Какое же в постыдных путах рабства должна я буду подчиняться равной. Необходимость вечно растворяться уже разрушила мое здоровье. Я чахну с каждым днем, как снег на солнце, как воск перед огнем. Ты узнаешь во мне Адельму, ты узнаешь. Я решила сделать все, что могу сегодня. Я хочу дорогой любви бежать от рабства или от жизни. Нет, госпожа, еще не время. Ночь. Не нуждайся, я терпеть страдания. Ни слова, ни звука. Замолчи. Я приказала. Вот и она, мой враг идет. Терзаясь, думаю, яростью полубезумия.
привыкшая к победным торжествам, посрамлена каким-то незнакомцем. Я видела сама, как ликовали мужчины. Не распаляй мне душу. Выйти замуж! Такое ли несчастье? Ах, молчи! Никто не требует, чтоб ты делилась страданием возлюбленной души. Я неизвестно говорю. Артельма! Знай, что есть звезда, имен я не раскрою, то во храме, в эту грудь я погружу кинжал, госпожа! Мое решение твердо. Нет, нет, принцесса. Кусок или обман? Но загадка должна быть решена. Что ж, раз Адельма вас любит больше и умнее меня, пусть вами помогает. Помоги, моя Адельма. Как я узнаю их имена, когда мне неизвестно никто, ниоткуда? Он сегодня сказал, что есть в Пекине человек, который знает, кто он. Надо город мельком поставить, не жалеть алмазов, золота, пойти на все. Алмазы и золото без счета можешь тратить, лишь бы дознаться. Да куда их тратить? Кого искать? А в случае успеха, как вам удастся утаить измену и скрыть от всех, что вы путем обмана, а не своим пронзительным умом узнали имена? И, может быть, доносчицей окажется Зелима? Есть мера оскорбления. Принцесса, не тратьте ваших денег. Мне хотелось склонить вас к миру, чтобы вы дали руку герою, нежно любящему вас. Мне жаль его, но пусть восторжествует мой долг повиновения. Здесь была Скирина, мать моя. Она пришла на радостях меня поздравить с тем, что все загадки решены. Не зная о новом предстоящем испытании, она открыла мне, что этот принц остановился у нее в корчме. И что Хасан, мой отчим, с ним знаком, и от него в восторге. Я спросила, как имя принца, но она клянется, что муж ей не сказал и не желает его назвать. Мать обещала сделать все, что возможно. Вот. Моя любви, теперь, коль вам угодно, сомневайтесь, приди, Зелима, дай тебя обнять. Ой, куда ты? Она вам указала полезный свет. Но рассуждать глупо. Нелепо ждать, чтобы Зелимин отчим, узнав о предстоящем испытании, по доброй воле назвал имена. Тут следует прибегнуть к хитроумию. Нам время дорого. Уйдем отсюда. И если верите моей любви, позвольте мне вам дать один совет. Идем, мой друг, чтобы этот незнакомец не победил